Разлившаяся река Адзябш и ее безымянный приток встретились во дворе дома семьи Цицхладзе. Течение вынесло наружу накопившийся за много лет мусор. Здесь можно найти даже выброшенную бытовую технику, стиральные машинки, холодильники и многое другое. Представители администрации Сухума обходят каждый двор, чтобы составить список пострадавших. В настоящее время мы имеем полную картину, и изучая картину, посмотрели вот это приток. Здесь, значит, идет приток к реке Адзябш. Потом река Адзябш здесь соединяется, в этом дворе как раз идет соединение, поэтому здесь самое, получается, такое проблемное место, где вода поднимается до уровня 2-го этажа. Далее Адзябш у нас собирает еще притоки, уходит уже через Бегуа, железнодорожную, 2-ю Шерскую, Титово, 2-й проезд, то есть там, значит, тоже приносит всякие бедственные положения. Пройтись по жилищам и увидеть русло реки в некоторых местах бывает невозможно. Люди застроили проходы, надстроили перекрытия и возвели над ней дома. Вот сейчас мы пришли, вот здесь как видно, что это общий двор, там все. Это тоже, видимо, до войны было сделано, неважно. Главное то, что дно уже, вот сверху сантиметров 70, наверное, уже на нос. Если даже будут чистить, здесь вода уже не сможет пройти. Жильцы многие говорят, согласны кусок земли терять, какие-то сараи снести, там бани, что у них туалеты. Даже вот здесь они сказали, согласны, чтобы снесли, лишь бы их не топило. В некоторых местах люди и вовсе попытались изменить русло реки самым необычным образом. Все эти изменения специалисты отмечают, чтобы потом нанести на карту и составить единый план действий. Но уже сейчас становится понятным, что без очистки русел рек и углубления дна никакие меры не помогут. К этим работам надо подходить комплексно. Я, например, вижу такое решение: собрать комиссию какую-то государственную, пройти по всем этим участкам, чтобы не только мы, которые люди знаем уже эти проблемы, каждый раз нас сюда приводили, каждый раз нам это все показывали, а люди, которые что-то решают в государстве, чтобы они это увидели обязательно. И уже потом мы можем составить проект, сметную документацию, а потом уже, конечно, изыскивать средства и приступать к работам. В ближайшее время специалисты, облаченные в костюмы химзащиты, будут изучать выход русла реки от озера в море. Уже сейчас установлено, что глубина до поверхности воды составляет всего 1 метр. Чтобы изменить ситуацию, нужны не только огромные средства, но и специальная техника. Сейчас появилась возможность привести все эти объекты в надлежащий порядок в рамках инвестиционного плана социально-экономического развития Абхазии. Нисфарш Батимур Гогохия, Абхазское телевидение.